Тишина, которую нарушают разве что проходящие мимо кабинета люди. Маленьким будущим художникам не до разговоров, когда на них находит вдохновение. Они ловко орудуют кистями, красками, карандашами и мелками, чтобы передать на бумаге свое видение осени. Именно такое задание у них сегодня по ИЗО. К примеру, Сулейм Султыгов эту пору видит вот такой. Когда я ходил в лес, я видел там грибы, и мне казалось, когда на рисунке это будет красиво. И поэтому решил нарисовать. Рисуют все в семье Султыговых. Держать карандаш и кисть научились раньше, чем читать и писать. Лина Султыгова рисует с 6 лет, а на кружок по ИЗО ходит 3 года. Тень, полутень, блик и правильная перспектива. С помощью особой техники, освоенной за годы практики здесь, ее работы получили объем, а значит оживились. Я освоила, как правильно рисовать красками, смешивать цвета, наносить тон. Я начала делать более ровные работы и не срисовывать с интернета или у других людей. Но я вдохновляюсь их идеями и пробую сделать что-то свое. А вот где точно не место тишине, так это в актовом зале. Здесь под чутким руководством опытного наставника дети оттачивают свои вокальные данные и учатся держаться на сцене. Я иду и пою обо всем хорошем. Мне нравится ходить на вокал, и я хочу, когда вырасту, чтобы моя профессия была быть артисткой. Сегодня мы пели песню «Кота Леопольда». Мне очень нравится эта песня, потому что там все говорится о том, что может быть, что все равно это можно прожить, все плохое и хорошее. Так, если кашхулар, а я кашхулар, мечтаешь, себе забашхулар, что это песня, кубут бусокуч ух, хосхет, или жлекаш, и ахтадусунчуах. Детским творческим порывам опытные педагоги стараются не мешать, наоборот, поддерживают любое начинание. Я вижу талантливых детей, и наша задача их поддерживать для того, чтобы у них не погасло вот это желание, стремление к культуре, к развитию в искусстве. Да? Нам очень важно этих детей, молодое поколение, их поддерживать и вести. В Доме культуры постарались учесть интересы детей, поэтому пока одни рисуют и поют, другие учатся вышивать крючком, делать картины из шерсти или собирать цветы из бисера. Впрочем, здесь вполне применимо известное выражение Чехова о том, что талантливый человек талантлив во всем, поэтому многие посещают сразу несколько кружков. В классе лепесточку жура заж шить дурас. Первый заж мамы подарить дарас тахка рисование роз тах цигиш записаться дарас рисовать умелось. Нести культуру в массы Дакаяндри начал относительно недавно, ему всего 3 года. Но подопечные и работники успели заявить о себе на различных творческих площадках. В всех республиканских районных конкурсах участвуем, принимаем участие. И в наши рисунки наших детей занимали даже призовые места. Вот наш преподаватель ДПИ Хашигульгова Заира, она вот недавно на всероссийском конкурсе по поделкам ДПИ заняла 1-е место, и ей вручили диплом. Это, я тоже думаю, очень большое достижение для нас. Сейчас здесь функционируют 4 творческие секции – хореография, ИЗО, ДПИ и вокал. В будущем их должно стать больше. Тамара Хашагульгова, Асхаб Белакиев, Новости 24.